Занятия в школе вот-вот закончатся, и ребята спешат собрать портфели. У многих путь домой лежит через федеральную трассу, которая пролегает прямо напротив образовательного учреждения. Стоит ли говорить, какой это риск для детей? Эту проблему должен решить надземный переход, строительство которого только начали. Коллектив школы не может нарадоваться такому событию. Хотелось бы уже давно увидеть этот переход, и наконец-то он строится, он уже начал строиться, к чему мы очень рады. Детям было достаточно трудно переходить, особенно в зимний период, когда было столпотворение. А сейчас, я думаю, это намного облегчится. Долгожданный мост рядом со школой планировали построить еще в прошлом году, но по ряду причин возведение надземного перехода откладывали. Тем временем местные власти не раз делали обращения в соцсетях с просьбой решить этот вопрос. Чаяния жителей услышаны. Сотрудники Центра управления регионом связались с Упордор Кавказ, чтобы дорожники приняли меры и организовали безопасный переход для детей. Сейчас мы с вами можем наблюдать, что строительство надземного пешеходного перехода уже началось, и мы, как Центр управления регионом, будем держать в курсе жителей Республики Ингушетия, на каком этапе проходит данное строительство. Дорожники взялись за фундамент, сваи устанавливают высотой в несколько метров. Как только позволит погода, обещают продолжить монолитные работы и начать сборку конструкции. Надземный переход будет состоять из железобетонных стоек с металлической балкой пролетного строения, на которую уже будут установлены, пешеходные площадки и, металлическое ограждение с металлическим навесом. Точно такой же надземный пешеходный переход строится рядом с мемориалом памяти и славы. Но в планах построить еще 2 таких моста на протяжении всего реконструируемого участка федеральной трассы. К слову, строительство главной магистрали в Ингушетии не стоит на месте. К примеру, на Икажевском круге изменения заметны каждый день. Была устроена конструкция второй опоры, но пока еще без ригеля. Также ведутся работы по устройству стены номер 5 и стены номер 8. И ведутся работы по устройству земляного полотна съезда номер 5. В ближайшее время нам необходимо уже устроить конструкции дорожных съездов, закончить возведение подпорных стен. Реконструкция продолжается, несмотря на погодные условия и прочие обстоятельства. График работ не изменился. Сдать готовый объект планируют в конце этого года. Микаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.